В эфире программа «Актуальное интервью». С вами Марфирина Алексеева. Здравствуйте. Образование – это сфера, где развитие профессионализма играет ключевую роль. Именно поэтому в республике уделяется особое внимание повышению уровня педагогического мастерства. Центр непрерывного повышения профессионального мастерства разработал и внедрил индивидуальные образовательные маршруты для педагогов дошкольных образовательных учреждений. Об этом мы сегодня и поговорим. Татьяна Колмогорова, старший преподаватель кафедры дошкольного образования Института развития образования и повышения квалификации республики, нам об этом всем расскажет. Татьяна Вячеславовна, здравствуйте. Здравствуйте. Ну что ж, расскажите об этом региональном проекте. Что такое вообще индивидуальный образовательный маршрут? Вот, как вы и сказали, да, Центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогов с 2022 года начал работу по внедрению индивидуальных образовательных маршрутов для учителей школ. А вот в дошкольном образовании, то есть дошкольных образовательных организаций, для педагогов детских садов данная работа начата вот с этого года, 2025 года. И в марте мы начали работу по внедрению реализации индивидуальных образовательных маршрутов и начали эту работу с 4 муниципальными районами нашей республики. Это Чурапчинский, Алданский, Горный и Нюрбинский муниципальные районы. Была проектная группа, то есть рабочая группа по работе с данным пилотным проектом. Методический актив был из этих 4 муниципальных районов сформирован. И вот специалисты управления образования этих муниципальных районов активно приняли участие в данном проекте. И итогом послужило то, что первый этап – это диагностика диагностика оценки уровня сформированности профессиональных компетенций педагога дошкольных образовательных организаций мы завершили уже в мае. То есть 832 педагога вот этих 4 районов, да, педагога детских садов этих 4 муниципальных районов прошли диагностику, онлайн-тестирование, и сделан анализ, сделаны выводы некоторые по результатам этой диагностики. И сейчас мы переходим ко второму этапу работы. Работа уже идет. Второй этап предполагает уже непосредственно разработка и реализация индивидуальных образовательных маршрутов. А кто же является автором проекта? Институт развития образования, как я сказала, начала эту работу с 2022 года, да, а вот кафедра дошкольного образования Института развития образования работу начали с марта и сформировали некую проектную группу, в которой вошли, вот я, как говорила, выше 4 муниципальных района. Руководителем нашей проектной группы является Михалева Ольга Иннокентьевна, это кандидат педагогических наук, заместитель директора Института развития образования, также преподаватели кафедры дошкольного образования, заведующий Лебедева Надежда Николаевна, кандидат педагогических наук, и вот методический актив из числа квалифицированных, компетентных педагогов 4 районов и специалисты управления образованием. Вот с ними вместе мы начали реализацию вот этого регионального пилотного проекта. А кто именно вот эти вот участники проекта? Участниками проекта являются вообще педагоги дошкольных образовательных организаций, воспитатели, да, все педагоги, которые работают в детских садах. На сегодняшний день это пока 4 муниципальных района, которые я озвучивала выше. Но когда мы озвучили результаты вот этого первого нашего этапа во время августовского совещания работников образования республики, то другие районы тоже заинтересовались и захотели приобщиться к данному проекту. Но хочу сказать, что на самом деле работа по реализации методической поддержки педагогов на основе индивидуального образовательного маршрута в некоторых муниципальных районах она уже идет, идет, но в основном во всей республике, да, пока такой целенаправленной и системной работы нету. Поэтому мы думаем, что к 2026 году мы должны сделать охват всей республики, всех педагогов детских садов вот этой методической поддержкой, методической
Литература. на основе индивидуального образовательного маршрута. Мгм. А вот все-таки мы же можем озвучить, да, эти 4 района муниципальных, кто они? На сегодняшний день можно сказать, что первый этап, который завершился, да, это этап выявления профессиональных дефицитов. Мы провели вот онлайн-тестирование. Вообще проектной группой была разработана комплексная диагностика, которая состояла не только из анкетирования, она состояла еще и из карт анализа, самоанализа педагогической деятельности педагогов. Да? Но мы провели онлайн-тестирование среди 832 педагогов детских садов вот в Нюрбинском, Алданском, Чурапчинском, Горном районах, да, и который выявил, что очень интересные результаты были, да, то, что наши педагоги, то есть воспитатели детских садов, затрудняются именно в теоретических вопросах воспитания и образования детей дошкольного возраста. Это первое направление, в котором они показали затруднения, да, или профессиональные дефициты. И второе направление – это преемственность детского сада и школы, то есть вопросы преемственности. Здесь тоже мы увидели профессиональные дефициты. Ну и стоит заметить, что в каждом муниципальном районе, вот, который проходил тестирование, да, результаты могли быть разными. То есть они могут быть разными. Да. Какой-то муниципальный район показывал показывает такие дефициты, другой муниципальный район показывал другой дефицит, но общий, если посчитать общий результат, то вот по этим двум направлениям показалось, что необходима методическая поддержка для педагогов детских садов. А на какой срок рекомендовано составлять индивидуальный образовательный вот маршрут? Индивидуальный образовательный маршрут может быть составлен и на год, допустим, да, может быть составлен на 3 года. Все это зависит от того профессионального дефицита, который испытывает сам педагог. Потому что дефициты могут быть такие, да, допустим, я педагог со стажем, с квалификацией. Ну, у меня имеются некоторые затруднения по сформированности информационно-коммуникативных компетенций. И я совместно со своим методистом вот, на основе выявленных профессиональных дефицитов составляю свой путь, индивидуальную траекторию профессионального развития на основе вот чтобы вот этот дефицит был восполнен, да. И мы с ним, значит, составляем индивидуальную траекторию развития, допустим, курсы повышения квалификации можем запланировать, практикоориентированный семинар можем запланировать, или какие-то вот вообще мероприятия для того, чтобы восполнить мой профессиональный дефицит. И если я в течение года смогу восполнить этот дефицит, то этот индивидуальный образовательный маршрут может быть рассчитан не на год. Но для молодых педагогов особенно, да, которые начинают только свои первые шаги в профессиональном своем, да, становлении, то там вообще рекомендуется, конечно, чуть-чуть на 3 года срок и так далее. Это все зависит от личного дефицита, профессионального дефицита педагога. То есть на протяжении всей этой работы, да, восполнения дефицита, все равно проводится как бы тестирование, чтобы узнать уровень, да, насколько он достиг. Вообще вот тоже индивидуальный образовательный маршрут – это тот инструмент, который является инструментом непрерывного профессионального развития. Вот, допустим, я освоила один свой профессиональный дефицит на основе индивидуального образовательного маршрута, но на этом же мой профессиональный рост не заканчивается. У меня возникают другие дефициты или другие потребности, или наоборот, допустим, потребность обобщить свой опыт, да, и тогда уже индивидуальный образовательный маршрут у меня уже идет в другом направлении. То есть это такой инструмент непрерывного профессионального развития педагога. Ну и, конечно, хотелось бы услышать о уже ваших каких-то первых итогах, может, на примерах вы расскажете. Итоги, вот, полученные в результате Ну вот реализации итоги, проекта. которые мы получили, да, вот я озвучила то, что по 2 направлениям это вот преемственность со школой и
теоретическая. Ну вот вы выявили эти дефициты, да, работа Да, выявили продолжается, дефициты. итога пока нет. То есть все еще идет в процессе. Да, вот эти выявленные дефициты на самом деле, какую имеют роль, да, для чего вообще нам нужны были результаты вот этого проекта регионального. Дело в том, что система непрерывного профессионального роста педагога, она должна быть единой системой, в которую включен не только сам педагог или метод служба только одного детского сада. Это должна быть непрерывная система, одна единая система методической поддержки педагога, в котором и сам педагог стоит, методическая служба детского сада, методическая служба муниципального управления образования и методические службы региона. То есть вот эти выявленные дефициты в результате нашего регионального проекта позволят выстроить работу, во-первых, Института развития образования. Мы видим, что нашим педагогам нашего региона нужны по этим двум направлениям курсы повышения квалификации, какие-то мероприятия на уровне региона, да, проводить. Также муниципальное управление образования видят, где затрудняются их педагоги, и тоже строят свою дорожную карту повышения профессионального мастерства педагогов, да, по тем направлениям, которым их педагоги показывают профессиональные дефициты. Также видит метод службы детского сада дефициты своих педагогов, и также сам педагог видит эти дефициты. То есть в результате этого проекта мы выстраиваем единую систему методической поддержки педагогов и их профессионального развития. Ну и в завершении нашей с вами беседы хотелось бы все-таки услышать, давайте обозначим, в чем же важность реализации вот подобного проекта. Вот про важность реализации сказала, что, вот, во-первых, единая система, да, и вообще вот региональная наша работа с педагогическими кадрами, она, конечно же, строится на основе федеральных проектов, федеральных документов, таких как федеральный проект «Учитель будущего» в рамках национального проекта образования, да, или национальная система профессионального роста педагогов Российской Федерации, которая предполагает вот это построение именно единой системы научно-методического сопровождения педагогических работников Российской Федерации для того, чтобы все те задачи, которые ставит перед нами государство, задачи образования, да, Российской Федерации, были выполнены на качественном уровне. И вот этот индивидуальный образовательный маршрут является эффективным инструментом для методической поддержки на основе профессиональных дефицитов педагогов детских садов. Ну что ж, Татьяна Вячеславовна, спасибо, что вы уделили время и ответили на наши вопросы. Спасибо большое. До свидания. А я напомню, это была программа «Актуальное интервью». До встречи в эфире.